Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что у вас случится по судьбе до конца этого месяца? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие и любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, ой, как интересно. Вас на руках будут носить. На руках, как маленького ребенка. Очень замечательный знак. Знак того, что рядом с вами будет человек, который проявит и участие, и заботу в вашей жизни. Также, когда человека носят на руках, это говорит о том, что человек будет пользоваться почетом и уважением. Еще у кого-то отыграется, что всю грязную, тяжелую работу для вас кто-то сделает. В общем, легко вам будет приятно, сможете расслабиться и действительно получить вот какое-то удовольствие, наслаждение. Вас будут носить на руках. Также, если вы в отношениях, либо только лишь пытаетесь найти свои отношения, свою любовь, человек будет за вами ухаживать, причем ухаживать очень нежно, очень трепетно, очень заботливо. Если в браке, то же самое, да, вот прям как второй медовый месяц, либо любовь и нежность вернется в ваш дом, в вашу пару, в вашу семью. Хороший знак. Дальше вижу, что вы сидите на большой тыкве и прям так, знаете, ножками бьете об эту тыкву. Тыква — это вообще доход, это результат. Добиться большого результата, получить большой результат. Очень довольная такая картинка. И события у вас с правой стороны. То есть, скорее всего, вы чем-то сейчас занимаетесь, либо будете еще заниматься. И получите действительно очень крутой результат. Мои хорошие, во благо то, чем вы занимаетесь. Дальше, кольцо. Кольцо — это союз. У кого-то в прямом смысле слова кольцо, да, вы получите от любимого человека кольцо. Помимо этого кольца вы можете еще и предложение какое-то получить от любимого, либо от любимой. И также, мои хорошие, союзы у нас бывают разные: деловые, творческие, дружеские. Заключите союз с очень достойным человеком. И этот союз, опять же, с правой стороны, видите, вот оно кольцо, идет на благо вам. Хороший момент. Дальше. С левой стороны показывают человека, кому вы буквально ломаете ноги, со сломанными ногами. Человек, я не знаю, может быть, захочет перейти вам дорогу, либо уже переходит вам дорогу. Может быть, у вас какое-то противостояние там, в отношениях, работа, карьера, да, в принципе, да, личная жизнь, противостояние. Вы своему этому недоброжелателю, назовем так, сломаете ноги. Не в прямом смысле слова, конечно. Скорее всего, так вы выстроите свою линию обороны, свою линию победы, что ваш противник окажется как будто бы со сломанными ногами. А на сломанных ногах далеко не уйдешь, правильно? Уже никому дорогу не перейдешь. Это славная победа. Да, она будет нелегкой, потому что вам придется продумывать каждое свое действие, взвешивать каждое свое действие, но у вас получится. Со сломанными ногами ваш противник, противница, не знаю, конкурент, и ничего поделать с этим не может, а вы радуетесь. Дальше. Какой-то обман раскроется, большой обман, и он раскроется. Здесь большая русалка сидит с левой стороны. Вас кто-то обманывает, либо не только вас, да, человек, которому все верят. А вот окажется, что человек мошенник, что человек обманщик. И это все раскроется. И, кстати, вовремя раскроется, пока беды не произошло, да, пока горе не пришло, пока все еще можно как-то изменить, переиграть, либо как дать заднюю, да. То есть большой обман раскроется.
Конечно, будете долго об этом говорить, очень будете удивляться, шокированы будете. Но видите, да, профессиональные мошенники, они такие, они умеют втереться в доверие. И даже самых грамотных людей, ну, профессионально обученные люди могут обмануть. Да, к сожалению, так иногда бывает. Так, мужчина и женщина. Странная, конечно, картинка. Здесь буквально женщина мужчину из ямы вытаскивает. Возможно, мужчина окажется в трудном положении, либо мужчине, ну, допустим, эмоциональная поддержка нужна будет, и женщина его вытащит. Либо у мужчины есть проблемы, и женщина будет их решать, тем самым вытаскивать этого мужчину из ямы. Мужчина будет чрезмерно благодарен. Благодарнее человека на всем свете не найти. Вы делаете очень важную и тяжелую работу, мои дорогие девушки и женщины. Мужчина не останется в долгу. Вот поверьте, сколько будет жить, столько будет и помнить, сколько вы для него сделали, как вы ему помогли. Этот мужчина может быть вашим партнером, вашим родственником. Также может быть просто какой-то мужчина, да, который попал в трудную ситуацию, и вы его вытащите. Для вас это прям как дело чести, что ли, да? Либо вы такой человек очень чувствительный, вы не сможете оставить человека в беде и прям будете прилагать усилия для того, чтобы его вытащить. Ближе к самому концу месяца произойдет цепочка очень странных событий, которым, ну, практически не будет объяснений, но кроме одного — это судьба. Ну вот по судьбе, да, вот такие события. Причем именно цепочка, то есть одно событие исходит из другого события, и все они замкнуты. Что-то вот прям буквально, как, знаете, эффект домино еще можно сравнить, когда вот одну эту косточку в домино толкаешь, а потом все выстроенные косточки падают. Вот приблизительно на это похоже. И я еще вижу, что вы этого не ждете, этого вообще никто не ждет. Но для вас это какой-то прям счастливый момент. Почему? Потому что вы на слоне едете. По этой цепочке вы едете на слоне. То есть цепочка событий, которая подведет вас к успеху, либо выведет вас в достаток, в успех, в реализацию, в получение всего того, что вам необходимо для прекрасной жизни. И еще, мои хорошие, я вижу, что два человека будут за вас безумно радоваться. Вот это первые люди, кто прибегут, будут вас поздравлять, будут вас поддерживать. То есть просто вы на этих людей можете вот так смело облокотиться, либо как закрыть глаза и упасть назад, да, они вас точно подхватят. Вы с этими людьми, скорее всего, ну, либо дружны, либо вы родственники. Просто между вами какой-то холодок в последнее время проходил, либо вы как-то отдалились друг от друга. А вот здесь как новая волна ваших отношений. Ну, в очередной раз убедитесь, что эти люди вас любят, ценят, заботятся, и вот они вам самые близкие и родные. Вот. Ну, эти люди, они безумно рады, они тут и в ладоши хлопают, и там вас по плечу хлопают, и всячески вам улыбаются. А вы на слоне. Слон, конечно, небольшой, но это слон, и вы на нем едете. Но едете вот именно спиной вперед. То есть, ну, вы этого не ждали, для вас это все в новинку, все так необычно сложилось, необычно, но очень удачно для вас. И вот она, эта цепочка событий. Так, еще с каким-то казенным человеком вы сможете договориться, но договориться то ли с третьего, то ли с четвертого раза. У вас как будет несколько встреч, несколько разговоров, и только лишь вот либо третий, либо четвертый раз будет максимально удачным. То есть вы будете этого человека в чем-то убеждать, либо уговаривать. Сначала человек прям никакую, да, вот не хочу и все, не слушаю, не говори мне ничего, не подходи ко мне, да, не желаю знать. А вы не сдаетесь, вы вот прям ходите, как это, вода камень точит, да. И вы своего таки добьетесь. Даже этот человек вас будет хвалить и говорить: какая ты, да, все можешь, всего добилась. Это не будет сказано с сарказмом, наоборот, это будет сказано с восхищением. И мне почему-то кажется, что с этим казенным человеком у вас в будущем сложатся очень классные отношения, приятельские, дружеские. Это у вас впереди. Вот ваша настойчивость, она прям ваш проводник, вот так мне идет. И еще я вижу, что вы какие-то цветы получите, цветы, которые вы не захотите принимать, цветы как полузавявшие, знаете, вот такие не первой свежести. И вы эти цветы не принимаете, не принимаете. Тот, кто будет дарить вам эти цветы, это человек явно пытается,
как бы это сказать, подмазаться, да, либо отвести глаза ваши, да, от чего-то важного. То есть вот смотри, да, ты хотела цветов, вот тебе цветы, но эти цветы, они плохие. Цветы — это могут быть в прямом смысле слова цветы, и также могут быть какие-то предложения, да, букет — это предложение. Девушки, женщины, вот вам маркер. Если вам до конца этого месяца кто-то подарит полузавявшие цветы, знайте, что этот человек что-то очень лукавое и противозаконное задумал против вас. Да? Либо человек пытается отвлечь ваше внимание от чего-то такого прям серьезного. Присмотритесь, поизучайте, и вам нужная информация откроется. Если вы мужчина, и вам будут какие-то предложения для отвода глаз делать, не соглашайтесь, ни в коем случае не соглашайтесь, вы достойны лучшего. И тот, кто вам делает эти предложения, этот человек недостоин вашего внимания, сотрудничества и дружбы. Вот, имейте это в виду. Ну, это прям, знаете, отвратительно. Это нагло, это отвратительно. И мне идет, что как отвод глаз. Да? Вот хотят ваше внимание на что-то переключить. От чего-то важного вас отвадить и на что-то неважное переключить. Дальше. Кого зовут на букву Т? Какое событие вас ждет? Ну вот можно сравнить с каким-то выигрышем. Не знаю, вы так радоваться будете, как ребенок будете радоваться дорогому подарку. А мужчина и женщина, кого зовут на букву Т? Радость. У вас прям радость, и тут, ну, как детство, понимаете, счастливые глаза идут. Какое-то одно событие. Не могу сказать, что конкретно, но радости будет очень много. Дальше. Какие-то лекарства вы будете принимать. Это могут быть медикаменты. И также это могут быть всякие там народные эти средства, настои, может быть, эти чаи какие-то полезные. В общем, что-то вы будете принимать, что влияет на ваше здоровье, на вашу жизнь. То есть улучшает вашу жизнь. То есть от вашего там плохого самочувствия найдется лекарство. Лекарство, которое действительно работает, которое действительно помогает. И это прям хороший знак. Прям, ну, лечиться начнете, выздоравливать будете. Хороший знак. Не все, конечно, сразу, не за один день, но тем не менее, начало будет положено. Дальше, мои хорошие, я вижу какие-то сорняки вокруг вас. И если их не прополоть, не выкорчевать, да, эти сорняки, то они прям разрастаются со страшной силой. Сорняки — это могут быть и люди какие-то неблагополучные. И также это могут быть действительно сорняки, если вы там занимаетесь садом, огородом. Да, возможно, у вас там что-то насеялось само, и вы должны это прополоть. Но мне больше идет, что все-таки это люди, от общения с которыми вам нужно отказываться. И эти люди вам нисколько не друзья и не приятели, а скорее как вредители, паразиты-вредители. Дальше. Прошлое о себе напомнит, причем напомнит как-то неоднозначно. Вот у вас будет желание вернуться в прошлое, либо вы начнете поддаваться уговорам вернуться в прошлое. Но это у кого-то бывший, либо бывшая возникнет на горизонте, а может быть человек, с кем у вас была симпатия, но отношений как таковых не было. И вот этот человек буквально вас пытается соблазнить, уговорить, ну, восстановить отношения, либо вернуть, либо попробовать отношения. И у вас тут и сентиментальность, да, как ностальгия по тем временам, когда это было. И плюс, ну, человек как бы, да, уже как бы знакомый, не какой-то новый. В общем, будете метаться, мучаться и думать. Вот. Ну, кто-то прям воспользуется, да, этим случаем и попробует еще раз. Ну, а кто-то для себя уже окончательно скажет: ну нет, я не хочу прошлое, я хочу будущее. И тогда, ну, я так понимаю, что вы поговорите, все объясните. И, возможно, эти отношения, они уже не будут любовного характера, а будут чисто дружеского, приятельского характера. Развилка у вас с левой стороны. Придется делать выбор. А выбор делать очень сложно. Прям очень. Столкнетесь с таким, что прям на голову не наденешь. И будете долго стоять, смотреть на эту развилку, видеть, как другие люди, кто-то направо идет, кто-то налево идет, а вы стоите, шаг сделать не можете. Как будто бы сама судьба вас остановит. Выбор на самом деле хоть и выглядит выбором, но он никчемный. Вот, судьба не хочет, чтобы вы выбирали, либо чтобы вы что-то предпринимали. Поэтому, мои хорошие, если кто-то будет подгонять, не слушайте этого человека. Доверяйте своему сознанию, доверяйте своей интуиции, доверяйте своей судьбе.
Вот видите, вот вы стоите, а вот она вилка выбора. Вот, но она какая-то не такая. Вот куда-то не туда она ведет. Это не то, что вам надо, не то, что вы хотели. Так, какое-то увеселительное мероприятие у вас вижу. Вас туда как-то то ли в последний момент позовут, то ли вы до последнего будете сомневаться, идти либо не идти. Но я вам так скажу, вам там надо быть, потому что вас там кто-то будет ждать. Даже незнакомый человек вас может там ждать. Вы там с кем-то должны встретиться, договориться, поговорить. У кого-то отыграется, что человек поможет там с деньгами, с работой. У кого-то отыграется, что вы там встретите того, с кем у вас сложится любовь и счастье. А у кого-то отыграется, что вы встретите какого-то прям очень важного человека, который может, ну, допустим, для вас очень многое сделать. Причем не за деньги, а за как просто так, да, за красивые глаза. Вот, так что обязательно идите. Так, еще я вижу, что вы, ну, буквально отказываетесь от какой-то дороги, хотя вы ее очень сильно хотели. Вы говорите, ну нет, не хочу. И вы очень правильно делаете. Возможно, да, в последний момент откажетесь. Дорога, вот куда-то ехать, с кем-то ехать, в сопровождении кого-то ехать. Очень небезопасный путь мне идет, а возможно, вам даже на кону сон приснится. Сон, который вот прям покажет, что дорога очень неблагополучная. Опять же, верьте своей интуиции. Так, с родственниками у кого-то прям на горизонте потепление. Вы очень нужны вашим родственникам, поэтому они будут улыбаться, заигрывать и всячески идти у вас на поводу. Но опять же, пока интересы не пересекаются, они у вас хорошие. Как только интересы будут пересекаться, либо им что-то от вас потребуется, а вы не дадите, вот опять станете плохой либо плохим. Ну уж не повезло вам с родственниками, что есть, то и есть. Так, еще бабочку показывают. Бабочка. Благодаря какому-то человеку вы себя ощущаете бабочкой, прекрасной, легкой, беззаботной. Возможно, кто-то на себя возьмет ваши тревоги, заботы, проблемы, а возможно, человек вас настолько вдохновит, вот настолько в вас поверит, что вы прям порхать будете, как эта бабочка. Человек, которому вы верите, доверяете, кого уважаете, да, это не какой-то рандомный человек. Работа, дела. Ну, кто у меня своим делом занят? У вас прям прогресс, ваша стрелочка идет вверх. Конечно, не так быстро, как хотелось бы, но это уже хорошо. Стрелка пошла вверх. Уже появляется энтузиазм, уже нету этого упадка, уже нет столько переживаний. Вот. Ну, конечно, придется попахать, поработать. Если вы работаете по найму, у вас немножко другая история. Во-первых, будут какие-то обнадеживающие новости у вас на работе. Ну, например, могут сказать, что вот там зарплату поднимем, да, либо там какую-то модернизацию проведем, да, что-то там изменим, компьютеры новые поставим, либо ремонтик сделаем. Хорошие новости придут. И второй момент, у вас какой-то новый человек, вот я вижу, новый человек в коллективе, новый человек на вашем предприятии. И вы знаете, этот человек как будто бы, ну, давайте скажем так, отвлечет, либо привлечет всеобщее внимание. Ну, в плюс, либо в минус. Я не могу вам точно сказать. Прям наблюдать будете, как тема для разговоров, тема для наблюдений, да, вот как-то так мне идет. Так, еще у кого-то обновки будут. Обновки, которые вы сейчас не планируете, но в которых не сможете себе отказать. Ну, тут либо вы вот зайдете куда-нибудь там в торговый центр, увидите нечто прекрасное, такая, я хочу, мне надо, и купите себе. А у кого-то отыграется, что, например, любящий человек проявит щедрость, да, вот приведет вас в торговый центр и скажет, давай, иди, ни в чем себе не отказывай. Ну, вы что, отказываться будете? Нет, конечно. Пойдете, приобретете то, что вам понравится. Обновки. У вас точно будут обновки. Дальше. Узнаете о каком-то источнике. Тут такой источник, он как будто бы скрытый источник. То есть люди, ну, буквально, да, топчутся на одном месте, а никто под ноги не смотрит, либо никто не догадывается копнуть поглубже. А вас то ли интуиция на этот источник натолкнет, то ли
Знаете, вот бывает такое, где-то что-то услышали, потом увидели, потом об этом подумали, а потом раз, и гениальная мысль у вас родилась. Вот докопайтесь до какого-то источника, и пока другие зевают, по сторонам смотрят, вы будете копать, пока не найдете. Возможно, не до конца этого месяца, но в следующем точно вы освоите этот источник. То есть у вас какой-то новый источник заработка идет, прибыли, доходов. Вот. Ну, потому что вы молодец, вы умеете рассуждать, вы умеете стратегически мыслить, у вас хорошая аналитическая связка. И опять же, вы такой человек внимательный, так детально, к мелочам внимательный. Я же говорю, пока другие по сторонам рыскают, да, вы будете вглубь копать, и вы найдете этот источник, и его освоите. Кстати, источник очень классный, он глубоко залегает, но он прям мощный, да. Вот, так что я вас поздравляю, мои хорошие. Никому не верьте, верьте себе. И вот своему внутреннему этому ощущению верьте. Ну, денег будет становиться все больше и больше. Это хорошо. Не до конца этого месяца, но в следующем 100% вы это все реализуете. Дальше. Расстроенный мужчина. Ваш мужчина, который не верил, ну, как ваш, может быть и ваш, да, может ваш партнер, может быть ваш родственник, он вам до конца не верил, какие-то сомнения у него были по поводу того, что вы говорите. А тут он придет очень сильно расстроенный, и вот в этот день все между вами поменяется. Этот мужчина начнет вам абсолютно на все 100 доверять, потому что в очередной раз вы окажетесь правы. Он-то хотел вам доказать, что вы ошиблись, а все будет ровно наоборот. Это вы ему докажете, что он ошибся и что вы в очередной раз правы. Очень послушным станет, очень послушным, покладистым, послушным. И больше никогда не придет в голову этому мужчине сомневаться в тех словах, которые вы говорите, в правдивости ваших слов сомневаться. Вот никогда не будет. Какая-то женщина ящик откроет, ну, хоть не ящик Пандоры. Вы с какой-то женщиной делились чем-то тайным, сокровенным, страхами, переживаниями, чем-то вы с ней делились. И вот она открывает этот ящик с секретом. Но вы знаете, вопреки вашему ужасу и шоку, я вижу, что этой женщине никто верить не будет. Все будут считать, что она какая-то дура, которая вот всякую там глупость придумывает. Вот она столкнется с тем, что ей никто не верит, а вы выдохнете. И вам, кстати, это будет хорошим уроком, чтобы сокровенным ни с кем и никогда не делиться. Почему она это сделает? Ну, тут либо ревность, либо обида. Ну, вы уже там сами поймете, 100% она вам скажет, почему она на вас обиделась. Так, еще предложение, от которого нельзя отказаться. С вами свяжется мужчина. Мне идет мужчина, мужская энергетика. Мужчина, который честный человек, правдивый человек. И человек, который вот прям на вас смотрит. И смотрит с таким вот, знаете, отцовским чувством. Да, вот как будто бы как отец по-отечески к вам относится. Этот мужчина вам о чем-то рассказывает, как что-то вам предлагает. И вы слушаете и поверить не можете. Вот настолько классное предложение, которое даже вот прям и не думали, и не снилось. Конечно, вы согласитесь. Вы согласитесь и прям нетерпеливо будете ждать, пока это предложение реализуется. Но на реализацию этого предложения где-то месяца 2 уйдет, а может и 3. Вот. Но самое главное — это вовремя там согласиться, либо подписать какие-то бумаги, и все будет хорошо. Человек, который вот по-отечески как-то к вам относится. Прям даже чувствуется в его словах, да, как будто бы папа говорит. Мужчина на ковре-самолете летает. Интересно, с правой стороны. Ну, не иначе, как кто-то прилетит. Без предупреждения, да, прилетит к вам какой-то мужчина. Встреча, свидание, может быть, ваш скажет одно, а сделает другое. Удивит и порадует. Также, мои хорошие девушки, если вы мама, если вы бабушка, да, любимый внук может, там, знаете, без предупреждения приехать, либо сын может приехать, там, не знаю, что каникулы, либо, в принципе, да, там, на выходные может приехать, ну, если взрослый сын.
Вот, прямо на ковре самолете летит, и вам это приятно. Так, еще вижу вас, много времени с телефоном проводите. Не знаю, что-то обсуждаете с кем-то, может быть, в соцсетях, может быть, вы блогер. Время много проводите, из-за этого глаза как-то сильно устают, проблемы со зрением могут быть. Знаете, мои хорошие, да, иногда надо работать, и для кого это действительно работа, это тяжело. Но нужно глазами заниматься и делать хотя бы перерывы, либо какую-то хоть гимнастику для глаз делать, да, вот там вдаль смотреть, там, не знаю, на кончик носа. Есть там всякие методы, как стимулировать свое зрение. Вы просто можете столкнуться с тем, что глаза у вас будут красные, будут чесаться, и расплывчивое зрение у вас идет. Это из-за телефона, да, вот свет, который излучает телефон, скорее всего, из-за этого. Так, еще с какой-то женщиной вы начинаете дружить. У вас какие-то другие были отношения, а теперь вы начинаете дружить. Вам прям так комфортно с друг другом. Может, у вас деловые были отношения, может быть, еще какие-то. А теперь вы начинаете дружить, вот как будто бы друг друга обретаете. И вы рады, а вот женщина еще больше рада этому, то, что вы у нее появились. То ли у нее подруг не было, то ли, знаете, вот не было человека достойного, равного, да, а теперь вы у нее есть. Хороший знак. От этой дружбы много всего хорошего произойдет в вашей жизни. И в жизни этой женщины тоже. Так, еще какую-то поездку начнете разрабатывать, планировать задолго наперед. Но это правильный шаг и очень удачный. Допустим, как пример, да, вы там на следующий год поездку планируете, там заранее билеты покупаете, либо просматриваете, бронируете отели. Это как пример, я вам сказала. Это очень правильный шаг. Еще я вижу, что до конца месяца очень много новостей будет. Они разные. Тут и голуби летают, и вороны, и все это вперемешку. Летают как справа налево, так и слева направо. Очень много информации, противоречивой, и будет и хорошее, и плохое. Но что вы должны знать для себя? Вот эти вороны, они полетают и улетят. Они не приземлятся рядом с вами. А вот голуби, они прям приземляются на вас. То есть плохие новости, скорее всего, будут общего характера, да, конкретно к вам не имеют отношения. А вот хорошие новости для вас именно хорошие. И еще я вижу у вас несколько маленьких подковочек. Подковы, да, символ, знак удачи. Они маленькие, и они прям рассыпаны у вас в разных местах. С одной стороны, это очень приятно, да, моменты везения, удачи. Но с другой стороны, как-то, знаете, не поддается логическому пониманию, да, почему там не повезло, а здесь нет. Вот лучше не надейтесь на везение, делайте как правильно. А если вот ситуация прям выигрышная, вот там точно вам будет вести. Либо ситуация вам по судьбе, вам точно там будет вести. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.